Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Василий Алексеевич. Василий Алексеевич, средний балл 4,83. Еще недавно круглый отличник, студент электромеханического факультета РГУПС Артем Васильев, теперь специалист по локомотивам. Красный диплом, говорит, дался нелегко, зато сейчас для него и в прямом, и в фигуральном смыслах открыты все дороги. Меня распределили в Тимошевск, в то место, где я и живу. Вот, буду там работать, жить. Такое в высшем образовании большая редкость. Студент по окончании не ищет работу, ему ее предлагают, причем выбор очень широк. Например, в нынешнем году в распределении участвуют представители 8 дорог. Здесь и Ярославль, Мурманск, и Владивосток, и Хабаровск, и Урал. У каждого работодателя списки вакансий. В РГУПСе потому 100% распределение. Большая часть детей уходит на дороги. То есть предложения наших работодателей пользуются спросом, несмотря на то, что есть другие работодатели. В нынешнем году работать на железной дороге отправятся 1100 выпускников Ростовского университета путей сообщения. Из них почти четверть – целевики, учившиеся по заказу предприятий РЖД. Сегодняшнее распределение, когда у нас на инженерные кадры на одного выпускника до 5-6 вакансий, это действительно случай, показывающий, что наши инженеры нужны и важны для страны. Наши ребята не боятся, в общем-то, покидать родные пенаты и ехать в трудные места, начинать свою карьеру. Они понимают, что, начиная в глубинке, построить свою карьеру, особенно на железной дороге, быстрее и лучше. Среди высших учебных заведений Ростовской области РГУПС на первом месте по трудоустройству своих выпускников. Из практики известно, что многие уже на 2-3 курсах знают, где будут работать. Средняя зарплата у вчерашних студентов железнодорожного вуза самая большая в технической сфере. Впрочем, спросом на рынке пользуются не только выпускники-инженеры, но и специалисты смежных отраслей: РГУПСовские юристы, экономисты, социальные работники, работники туриндустрии.